Леонида Федоровича мы хотим поздравить, сказать, что он в Камрадском государственном университете почетный гость. И правильно было замечено, что он, как основатель, должен находиться со всеми докторами хонорис, у нас в вестибюле его портрет, как основателя вуза. И всегда творческими мы вас ждем в нашем Камрадском университете. Спасибо. Это еще раз наше поздравление в честь юбилея, 25-летнего юбилея Камрадского государственного университета. И мы надеемся, что еще не один юбилей мы будем встречать вместе. Надеюсь. Да. И ваши вот эти заслуги, все-таки как основателя вуза, должны войти в историю. И вашим детям, чтобы было почетно, что все-таки свою жизнь отец посвятил тому, что основал Камрадский государственный университет, где они также могут наряду со всеми получать высококачественные знания. Добрый путь вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Хочу сказать насчет Леонида Федоровича, что он, как и раньше, в те годы, так и сейчас продолжает занятие политической деятельностью. То есть, если многие на каком-то этапе начинали, потом все это останавливалось, то у Леонида Федоровича это получается, что это его жизнь, он положил голову на алтарь. Он сын гагаузского народа. Мне приятно, что вот сегодняшняя дата приурочена ему. Он не один создавал этот университет. Безусловно, здесь сидят его соратники. Леонид Федорович неординарная личность. O benzemir kimseye. Onda kendi rengi var. Kendi yolu her zaman var. Ve isterim söylemeye üzere töle insanlar kim düşünüyor dil ölence hepsi. Kim kimerse gider karşı suya. Dilince su gidiyor suyun ardına. Onların lafları, onların söylemeleri çıkıyor asıl sonuç. Настолько я счастлив, что мне повезло, что в Камрате я встретил человека, с которым я мог каждый день поделиться с какой-то идеей. Правда, мы часто расходились по разным моментам. Разность потенциала, конечно, действовала. Леонид Федорович – это действительно уникальное явление на нашем гагаузском небосклоне. Человек, который всегда что-то делал, никогда ничего за это не имел. Если проследить его жизненный путь, всегда горел, всегда что-то отдавал, ничего взамен не получал. То, что Леонид Федорович обладает интуицией, где, что, в какое время и как надо, это уже, по-моему, для всех давным-давно стало как бы понятно. Наверное, сегодняшнее событие, спустя 25 лет, это моя интуиция уже. Возможно, это связано с каким-то новым витком, связанным с университетом.